Люди платят отчисления в СМС, но когда они приходят в больницу, им отказывают в бесплатных услугах. Говорят, что Минздрав якобы пересмотрел какие-то квоты. Или что запись на полгода вперед. Или что врач не принимает. Но бывает и обратное. Вдруг начинают всем подряд навязывать ненужные медицинские услуги. Вместо одного анализа предлагают бесплатно сделать сразу несколько. Люди не понимают, что творится с нашей медициной. Какая она? Платная или бесплатная? Частная или государственная, доступная или же недоступная. Предлагаем вашему вниманию лишь одну из огромного числа подобных историй. Это история Чингиза из Усть-Каменогорска. Парень – выпускник дома юношества для детей-сирот. У него 3-я группа инвалидности. В прошлом году Чингизу поставили серьезный диагноз – киста головного мозга. Юноше повезло. Его прооперировали, и операция прошла успешно. У парня появился шанс на нормальную жизнь. После операции он должен был пройти реабилитацию, но в бесплатной помощи Чингизу отказали, ссылаясь на очередной приказ Министерства здравоохранения. Самостоятельно оплатить необходимые процедуры Чингиза не может. Напомню, у него 3-я группа инвалидности. Парень не понимает, почему кто-то где-то в каких-то кабинетах тасует квоты как колоду карт. А в итоге реальные, конкретные люди оказываются на грани выживания. Речь идет в буквальном смысле о жизни и смерти.